С вами я, Ами Амер, и сегодня у нас в гостях Танзила Дзаурова. Танзила, добрый вечер. Добрый вечер, Сейди Калмасани. Первый вопрос, который сразу же возникает, так как вы занимаетесь коврами, собственно, такое декоративно-прикладное искусство, которое у нас в республике уже подзабыли немножко. С чего началась ваша любовь к этому искусству? Откуда это пошло? Ну, я не знаю еще с каких пор брать. Наверное, все-таки это будет учеба в университете. Второй курс преподает нам историю Ингушетии Далгеш Тоуцах, покойный профессор Акиев Хасолт Алхастович. До этого, ну, для начала скажу, что на ИСТФАК я попала случайно, мечтала стать юристом. И мечтала перевестись сразу после первого курса, потом после второго курса. И вот на втором курсе впервые вижу учебник по истории Ингушетии, Крупнова, книга «История Ингушетии, средневековая Ингушетия», и преподаватель, который нам преподает, обратил внимание на интересные знаки на башнях, символы. Ну, конечно, у него своя интерпретация была, о чем эти символы говорят, но факт того, что эта загадка еще не разгадана, естественно, для молодых умов это ой-ой, как интересно. Мы прекрасно знаем, давно все материки открыты, все, в принципе, нечего уже открывать. А тут такая задача интересная. И все-таки Хасолт Алхастович сумел нас зацепить. Мы начали выискивать их на башнях, эти знаки, потом пытались расшифровать их. И это было как бы на уровне, так скажем, несерьезного хобби поначалу. Все это немножко забылось на какой-то период, когда мы начали работать там в разных направлениях. Но истории все равно интересовались. История Ингушетии, она стала как бы приоритетной для нас только потому, что очень много неисследованных моментов, неисследованных вопросов. То есть мы понимаем, что там непочатый край работы. Если где-то написано сотни учебников, книг, у даже соседних некоторых народов очень много трудов, то мы понимаем, что очень много вопросов не исследовано в нашем. То есть вопросы наши, которые элементарные, они остаются без ответа, потому что нет трудов. Трудов нет, вы, наверное, знаете, почему. Во-первых, была депортация, да, в ходе которой была потеряна вся материальная культура ингушей полностью, кроме вот башен. Все остальное, даже то, что было в музеях, практически утеряно, потому что, во-первых, маркировки сразу же убрали, поскольку нет ингушского народа, нет, значит, маркировки. И все это отправили и передавали в музей как просто кавказская культура, то есть уже все безымянное. С собой увезти ничего не смогли, разве что редко кто-то в качестве теплого чего-то увозил с собой войлочные ковры, орнаментированные, к счастью, которые потом нам очень понадобились. Ну, в смысле, вернувшиеся ковры, которые случайно повезло им запечатлеться там на фотографиях каких-то уже в постдепортационный период. А вот после депортации был такой период очень сложный у ингушей. Это период реабилитации, сначала экономическая, естественно, потому что заново себе все отстраивали, хозяйство, все такое. То есть не до декоративно-прикладного искусства, даже носители его уже не имели возможности им заниматься. Чтобы люди занимались искусством, они относительно должны стабильно жить. Конечно. И в музеях, естественно, уже практически ничего не осталось. То, что есть, ну, такие небольшие коллекции, они были утеряны потом уже в годы военных кампаний в Чечне. Не успели вывести их оттуда. То есть у нас все свозилось в Грозный, да, поскольку, ну, все предметы археологических раскопок и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас люди начали, мужчины, ездить на так называемый доугара, то есть по договору на строительные работы. Женщины брали на себя весь груз домашних работ. Очень сложно им приходилось, естественно, дома растить семьи по хозяйству и заниматься декоративно-прикладным искусством наши женщины не могли. Естественно, старшие женщины, которые им владели еще до депортации, они не имели возможности передать их следующему поколению, потому что уже перестали этим заниматься. Но некоторые ковры в семьях хранились, там, как память о том, что о своем приданном там, или о подарке и так далее, которые сделали своими руками. Но после того, как старики начали уходить, 70-е, 80-е, 90-е годы, к сожалению, вместе с ними и вот эти с чудом сохранившиеся предметы декоративно-прикладного искусства, они, ну, не ценились в основном, и их просто уничтожали или они как-то терялись. Мы поняли, что мы опаздываем. То есть мы уже опоздали. Как минимум
как минимум на полвека, чтобы собирать эту информацию. Единственное, что нас спасло, это работа Газимагомеда Даурбекова, первого художника, который в свое время успел зарисовать много орнаментов. Ну и Хаджибекар Ахриев тоже успел. Один из них передал свои работы в Ставропольский музей. Ну, в смысле, его работы оказались в Ставропольском музее. Там кое-что мы нашли. И работы Газимагомеда Даурбекова частью попали в Чечено-ингушский Минкульт, были опубликованы Татаевым и Шабаняц в своем альбоме декоративно-прикладного искусства чеченцев и ингушей, Чечено-Ингушетии, вернее. А большинство рисунков вообще безадресно все это пропало. Вскоре один краевед, любитель, коллекционер случайно наткнулся на барахолке в Москве на скетчбук Газимагомеда Даурбекова. Серьезно? В Москве? Да. В Москве, на блошином рынке. Ну, история такая, которую нам рассказали, о том, что вот эта вот женщина когда-то жила в Акмолинской области, рядом с ингушами. Видимо, она на что-то выменила этот скетчбук, на еду, чашку молока, как это часто бывало в голодные годы. И потом уже по старости стала его продавать на блошином рынке, где его случайно обнаружил Кирихан Ахильков. Вот таким образом этот скетчбук вернулся в республику, стал достоянием нашей научной интеллигенции, ну, вообще людей, культурной части, творческой части, которых интересовал орнамент. И наверняка он не мог себе даже представить, что когда-нибудь по его зарисовкам, которые он делал в 20-е годы, уже в 20-х годах 21 века, 100 лет спустя, люди будут воссоздавать новые войлочные ковры. То есть это станет каким-то толчком. И эти орнаменты снова заживут своей жизнью. Он не мог себе этого представить, я уверена. Поэтому всегда, каждый раз, когда дело касается того, что вот мы что-то делаем, это не находит там что-то, да, понимают люди, а какие-то наши действия, наши проекты, наши команды не находят какого-то отклика в обществе. То есть люди еще не понимают, к чему мы это делаем, зачем мы это делаем. А мы, ввиду того, что как-то узко изучили эту тему, мы уже знаем, да, к чему это все приведет. Я тут же вспоминаю его работу, ведь если бы он тогда тоже... Вот люди не понимали, да, зачем он это зарисовывает. Много было войлочных ковров вокруг, они были почти что в каждом доме, и ни один там... Ну тогда, наверное, не казалось, что там будет война или будет там депортация. Наверное, казалось, что это будет всегда, как бы, и зачем рисовать? Конечно. И я вспоминаю, что Газимагомед, он, даже если вы и не понимали, работал не зря. Это пригодилось 100 лет спустя. И думаю, может быть, то, что мы делаем, тоже пригодится 100 лет спустя. Конечно, это в любом случае. И это нам дает стимул работать на общественных началах, без всяких там каких-то этих, иногда часто вот не имея каких-либо средств, да, на какие-то там мизерные средства пытаемся, изворачиваемся, потом думаем, на себя злимся. Мы убиваем свое время, мы убиваем свои ресурсы, силы, молодость, и на что вроде бы, да, кому это нужно, а потом я вспоминаю опыт этих людей, когда после их смерти это все пригодилось, и думаю, значит, когда-нибудь все это пригодится. Это наши усилия, не останутся так просто. Вот никому, может быть, о нас тоже кто-нибудь на какой-нибудь передаче вспомнит. Общество Дзурдзуки. Мне всегда было интересно, как вообще так получилось, что вы создали такое вот общество? Сколько вас было? Откуда вот эта мысль вообще возникла в голове? Ну, вы знаете, когда я уже упомянула о том, что очень много было нерассмотренных вопросов, и, естественно, ученых у нас очень мало, особенно у нас мало молодых ученых. И мы понимали, что вот какой-то вот ушел, да, Дахильгов, еще другие наши ученые уходят, Акиев, Хасутов, но все они уходят, и образуется какой-то вакуум. Мы видим, что он не заполняется, молодых ученых нет, а вопросов куча. И мы знаем, что вот этот момент упущенный, его уже никогда не наверстать, потому что последние старики уходят, последние какие-то возможности уходят. Ну да, какие-то возможности приходят, да, в науке, но есть те, которые невозможно уже восстановить. Но если бы в свое время наши фольклористы не занимались после депортации сбором фольклора, сегодня мы бы с вами никогда в жизни этих мотивов фольклорных не восстановили, потому что они в свое время успели записать стариков, которые пережили депортацию. И мы понимали, что у нас, ну, вот этим именно никто на данный момент на общественных началах не занимается. А ресурсов для того, чтобы заниматься этим ни людских, ни финансовых, у официальных учреждений нет. В какой-то момент мы понимали, что очень многое упущено,
А сегодня что у нас было? У нас была сила, энергия и кое-какие возможности, да, пусть не финансовые, но, по крайней мере, организационные. У нас